И я передаю слово следующему докладчику. Щербинина Виктория Дмитриевна, Самарский национальный исследовательский университет имени академика Королева. Ситуация поединка на песнях в творчестве Джей.Р. Толкина, истоки мифа и интерпретация в переводах. Доклад на русском языке. Пожалуйста, Виктория Дмитриевна. Добрый день. Сейчас я включу презентацию. Здравствуйте, меня зовут Щербинина Виктория. Тема моего доклада – ситуация поединка на песнях в творчестве Толкина, истоки мифа, интерпретация в переводах. Доклад состоит из двух частей. В первой части мы углубимся в историю появления словесных перебранок, поэтических, песенных и магических поединков, их разновидности, познакомимся с их мифологическими, историческими и современными примерами. Во второй части речь пойдет непосредственно о песенном поединке между Финродом и Сауроном, его языковой и культурной составляющей, а также влияние этого эпизода на театральную и музыкальную культуру современности. В архаическом обществе битвам нередко предшествовали единоборства, предваряемые словесными поединками или перебранками, которые позволяли уладить конфликт без большого кровопролития или определяли исход сражения. Подобные словесные поединки также могли быть частью пира или игры. Подобные состязания встречаются в культурах многих народов. Для начала обратимся к древнеанглийскому героическому эпосу. Здесь нам помогут исследования Матюшиной Инны Геральдовны, направленные в том числе на древнеанглийскую поэзию. Она выделяет 3 произведения в жанре героического эпоса: «Битва при Мелдоне», примеры можно видеть на экране, Вальдера и Беовульф. В данных произведениях присутствует 2 вида словесных поединков, как вражеские перебранки, которые не допускают возможность мирной концовки, так и забавы на перу. Также ученые обращают внимание на место, где разыгрывается словесный поединок. С одной стороны, это поле боя, когда границы 2 миров у водной преграды, когда участники находятся по разные стороны реки. Словесные поединки у водной преграды встречаются исключительно в английской и скандинавской словесности. В тех случаях, когда перебранка происходит у водной преграды, то есть на границе 2 миров, участники диалога могут быть незнакомы друг с другом, как в битве при Мелдоне. Словесные и поэтические состязания также являлись частью культуры Древней Греции. Их примером может служить агон. В широком смысле слова агоном в Древней Греции называлось любое состязание, спор. Чаще всего проводились спортивные состязания, а также музыкальные и поэтические состязания на городских праздниках. Кроме того, слово агон использовалось в более узком значении в древнегреческой драме, особенно в древней отечественной комедии. Таким агоном является, например, спор поэтов Эсхила и Еврипида в «Загробном мире» в комедии Аристофана Лягушки. В классических Афинах агон был важной составной частью не только театрального состязания, но и дебатов об устройстве мироздания, происходивших в философских школах. Структура многих философских диалогов Платона, где сталкиваются противоположные взгляды участников симпозиума, напоминает структуру театрального агона. Здесь мы видим, что словесный поединок не является частью военного сражения или пира. Это театральное и музыкальное состязание, а также философский спор. Обратимся к финскому народному эпосу Калевала, в котором мифологические словесные поединки могут включать в себя элементы магии. Например, в 3-й песне вещий старец Вейнямёйнен околдовывает юного хвостуна Йокухайнена, который отважился вызвать его на поединок. Сперва они состязаются в знании природы вещей, затем происхождении всего сущего, причем юный Йокухайнен осмеливается претендовать на свое участие в самом акте творения. Но тогда старый чародей буквально впивает его в землю, в болото, в воду, сначала по пояс до подмышек, а там и по самые уста. В этой ситуации представлен именно песенный магический поединок. В результате поединка никто не погибает, но один из участников подвергается позору. Обратимся к каледонскому виду искусства, именуемому флайтинг, который имел определенную популярность в XVI веке в питейных заведениях Шотландии. Суть заключалась во взаимном оскорблении 2 поэтами друг друга и реализовывалась в стихотворной форме. Примеры флайтинга встречаются в древней, средневековой, современной, кельтской, древнеанглийской, среднеанглийской, скандинавской литературе с участием как исторических, так и мифологических персонажей. Скандинавская литература содержит рассказы о флайтинге с участием богов. Например, в перебранке Локи бог Локи оскорбляет других богов в зале Эгира. Ситуация заканчивается ссорой. Поэтические поединки существуют и в современной культуре. Например, к подобным состязаниям можно отнести практику рэп-баттлов. В классическом понимании рэп-баттл подразумевает словесный поединок между рэп-исполнителями.
В более широком понимании поединок может происходить между разным количеством оппонентов, а участники не обязательно должны иметь отношение к рэп-культуре. Для поэтических и песенных поединков характерны элементы философии, космологии, хула и похвальба, а также соперничество. В мифологических, поэтических и песенных поединках присутствуют элементы магии. Противники могут принадлежать к враждующим сторонам, иметь противоположные философские или политические взгляды. Так или иначе, в подобных поединках всегда присутствует мотив соперничества. Примером именно магического поединка может служить имманентная дуэль между шаманами, которая является своего рода экзаменом или состязанием, направленным на подготовку шамана к возможной встрече с враждебными сверхъестественными существами. Примером послужили свидетельства Владимира Ильича Йохельсона, этнографа и лингвиста, исследователя культуры народов Северо-Восточной Азии, о двух шаманах, напускавших друг на друга своих духов-союзников, то есть покидавших свои тела и посылавших в бой свои души. Другим примером является исследование Мартина Гузинда, немецкого священника и этнолога, исследователя коренных жителей огненной земли, Южная Америка. Он рассказал о двух враждующих шаманах, которые захотели помериться друг с другом силами. Один из них в своем сновидении покинул хижину, сел в каноэ и поплыл к середине канала, где встретился с враждебно настроенным братом, который приближался со стороны противоположного берега. Каждому виделось, что он бросает заостренный наконечник стрелы в сердце другого. Затем оба приплыли назад и продолжили спать в своих хижинах. На следующее утро они почувствовали себя плохо, кровь стала литься у них изо рта и носа. Через некоторое время они умерли. Для имманентной дуэли характерен выход из тела, использование сил природы и вражда. Теперь мы переходим ко второй части исследования. Для начала я хочу привести цитату самого профессора о музыке и магии. «Любой, кто умеет играть на струнном инструменте, кажется мне магом, достойным глубочайшего почтения. Ой, прошу прощения. Я обожаю музыку, вот только способности к ней у меня нет. Усилия, затраченные на попытки обучить меня скрипке в годы юности, оставили во мне лишь чувство благоговения, какого я испытываю в присутствии скрипачей. Как мы знаем, музыка играла большое значение в Сильмариллионе, например, великая песнь Айнур, и конкретно для некоторых персонажей, например, для Финрода. Например, его знакомство с людьми, в ходе которого он играл на арфе и пел встреченным им людям чудесную мелодию. Сосредоточимся на ситуации поединка на песнях силы между Финродом и Сауроном, о которой рассказывается в главе Сильмариллиона о Берине и Лютии. Приняв орочью личину, Финрод, Берин и отряд из эльфов в спешке проходят мимо башни Толлен-Гаурот, оккупированной Сауроном. Но Саурон заподозрил неладное и решил перехватить их. Поединок начинает Саурон. Ранее мы выделяли несколько вариантов поединка, например, вражеское сражение, пир и состязание в знаниях и мастерстве. Поединок Финрода и Саурона частично относится к первому и к третьему типу. Черты вражеского сражения, встречающиеся в этом примере, это принадлежность соперников к разным военным и идеологическим сторонам, свет и тьма, эльфы и мелькар, а также мотив границы, что характерно для английской и скандинавской словесности. Чертами состязания в мастерстве магии на песнях силы можно считать тот факт, что участники поединка обращаются к силам природы и животным, что также характерно для шаманских практик. Вот пример из оригинала. Softly in the gloom they heard the birds, singing afar in Nargothrond. The sighting of the sea beyond the western world, on sand of pearls of Elvenland. The wind wails, the wolf howls, the ravens flee, the ice mutters in the mouth of the sea. Обратимся к языковым особенностям оригинала и переводов. Для данного исследования я использовала оригинальный текст поединка Сильмариллиона и два перевода. Перевод Эстель, перевод Мичурина и Кузнецовой. Второй перевод является менее точным и более художественным, но я его выбрала, потому что он нравится конкретно мне. Я выделила семантические поля, наиболее частотные для данного эпизода. Наиболее частотными являются семантические поля пение и звуки, магия, а также зло и свобода, которые можно видеть на следующих слайдах. В оригинале и во всех вариантах перевода преобладают лексические единицы, относящиеся к пению и звукам. Это объясняется, во-первых, спецификой песенного поединка, а во-вторых, магией, влияющей на природу. И ветер застонал, и волк завыл, и ворон закричал. Что характерно, в переводе Мичурина и Кузнецовой этот момент практически отсутствует, как и поражение Финрода. Еще одно отличие этого перевода состоит в том, что семантическое поле «свобода» заменяется характеристикой «все вечное», в которую входит
любовь и свет, свобода, счастье, красота и радость сбывшихся надежд, тайн хранимых теплота. Тогда как в переводе Эстель на этом моменте говорится о вере, о свободе, о спасении, об изменении, преображении, узилищах, что двери распахнут, цепях разбитых, что звеня падут, что в большей степени соответствует оригиналу. То есть оригинал и перевод Эстель описывают духовные характеристики и возможные события будущего, а Мичурин и Кузнецов фокусируются на эмоциональной составляющей. Например, secrets kept, который переводится как хранимые тайны, преобразуется в словосочетание тайн хранимых теплота, то есть не просто хранимые тайны, а теплота хранимых тайн. Более того, оригинальный отрывок и перевод Эстель написаны скорее с позиции слухового, аудиального восприятия, а перевод Мичурина и Кузнецова с визуального и кинестетического. В частности, ряд пения и звуки представлен в нем наименее ярко, зато ряды тьма, огонь и вода представлены более широко. В этом переводе даже встречается прилагательное огненно-глазый. Далее поговорим о стилистическом приеме противопоставления. Помимо очевидного противопоставления Фенрир-Саурон, свет, тьма, добро и зло, в тексте встречаются и лингвистические примеры. Backwards and forwards sway their song. Вперед и назад, назад и вперед. И из второго перевода, как волны песни так текла и рушись возрождалась вновь. В переводе Эстель противопоставление отсутствует. Этот прием иллюстрирует то, что силы соперников были примерно равны до определенного момента, так что они по очереди вырывались вперед и отступали, и переломный момент был очень близок. Еще один стилистический прием – аллитерация, встречается в оригинале. Sang in a song of staying, the white ships with their white sails. Аллитерация призвана придать тексту музыкальность и выразительность, что также отсылает нас к теме музыки и песенных поединков. В заключение я бы хотела поговорить о влиянии эпизода поединка между Финродом и Сауроном на театральную и музыкальную культуру современности. Во-первых, хотелось бы выделить две театральные постановки. Называется «Рок-опера Финрод Зонг», авторство Лоры Бочаровой и Лины Воробьевой. Также есть версии «Финрод и кольцо Фелагунда» и «Лео Лейтиан», авторство Скади. Эти музыкальные постановки можно видеть в Москве и Санкт-Петербурге. В обоих мюзиклах поединок Финрода и Саурона является настоящим песенным поединком, дуэтом между соперниками. Помимо этого, существует музыкальный альбом композитора Линд Эреброс «Alvin Oratory The Lay of Latium», в котором также представлен дуэт-поединок Финрода и Саурона на английском языке. Свои музыкальные версии поединков создали министрели Лауры Линды и Элхи Ниенна, где обе партии поет один человек. Кроме того, существует множество стихотворных версий поединка, а также переводов оригинального отрывка, спетых под музыку. В самом заключительном заключении я бы хотела разбавить атмосферу такой таинственности, трагичности и величественности небольшим юмористическим заключением. На этой картинке вы можете видеть меня и Полгову Инну Дмитриевну, которая вчера выступала с докладом про осаду Гондора, и версию поединка, в которой пострадала только печень. Спасибо за внимание. Большое вам спасибо за доклад. У меня есть один комментарий такой небольшой, что если вы как-нибудь или называете всех сценическими псевдонимами, или все-таки всех по именам, да, то сначала у нас Лариса Бочарова, а потом Людмила Смиркович почему-то по псевдониму. Ну, то есть вот как-то немножко. Хорошо, я вижу руку. Да, пожалуйста, Леонид Владимирович. Здравствуйте, спасибо большое за доклад. У меня вопрос такой очень короткий, я не знаю даже, может быть, да, если вы не знаете, может, кто-то из коллег знает, а были ли попытки в кругах толкинистов не воспроизводить поединок Саурона и, да, собственно, к самому этому жанру обратиться, да, то есть создавать что-то новое в нем, там в рамках игр, например, да, или в рамках чего-то подобного, да, то есть как бы пытаться проводить свои поэтические поединки, как бы вот в рамках именно такого рода. Я знаю, что там были поэтические поединки такого духа уже 19-20 века. Спасибо за вопрос. Если вы имеете в виду именно импровизацию, то конкретно я о таком не слышала, может быть, кто-то слышал.
Но если говорить о имеющихся театральных постановках, то там поединки не воспроизводят оригинал, там по факту сюжет тот же, но слова другие. Да. Нет, я имел в виду именно воспроизведение как бы не сюжета, а самого вот этого формата. Да, вот, было бы интересно узнать, да, бывало ли что-нибудь такое. Спасибо большое. Я вижу вопрос в чате. Анна Леонидовна, может, вы его озвучите, ваш вопрос? Сейчас, это не Анна Леонидовна, это вопрос, можно ли узнать имя автора на последней иллюстрации презентации? Я сейчас не помню автора. Давайте я через интернет посмотрю и в чат через какое-то время скину. Так, а вопросов, я, сколько вижу, больше нету. Вот, еще раз огромное вам спасибо, Виктория Дмитриевна, за ваш прекрасный доклад. Вот комментарий, если хотите, если кого-то вы не знаете, напишите мне, я вам напишу, как кого зовут. Спасибо. Вот, Линтередус, например, Костылев, да, Михаил? Да, потому что для публикации, например, статьи, если вы предполагаете публикацию своего доклада в сборнике материалов конференции, желательно все-таки указать имена. Но если хотите, псевдонимы можно будет указывать в скобках, например. Хорошо, спасибо.